Развитие кинематографии в регионах. Насколько это важно и насколько это нужно. Вот об этом сегодня и поговорим. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И председатель Чеченского республиканского отделения Союза кинематографистов России Харон Хидаев. Ассаламу алейкум. Валикум салам. Машволу Харон. Я правильно вас представил? Очень правильно. Не ошибся ни в чем? Не ошибся, да. Это самое главное. И мой первый вопрос. Перейдем сразу к нашему разговору. В последнее время, Харон Халидович, часто можно услышать о том, что надо развивать региональное кино. Что это просто необходимо. Даже вот подчеркивать, что необходимо. Каким будет ваше мнение насчет этого? Ну, тут двух мнений быть и не может. Региональное кино – это начало вообще всего нашего кинематографа. В регионах воспитываются, в регионах рождаются талантливые ребята, которые отдают свою жизнь. Выходят из регионов. Да, выходят из регионов и отсюда начинают свой путь. И в столичных регионах начинается развитие кинематографа за счет регионов. Конечно, тут однозначно регион должен быть, развиваться должен, и кинематограф региона имеет первостепенное и очень важное значение для всего кинематографа России, скажем. Для развития, я бы добавил. Для развития, я буду да, прав? абсолютно, да. И каким оно должно быть, региональное кино? И что оно из себя должно представлять? Тут тоже многие говорят по-разному, много разных мнений. Что бы вы сказали? Каким оно должно быть? Ну, И что из себя должно представлять? Региональное кино, сам термин уже говорит за себя. Региональные деятели кино должны отображать жизнь региона во всех ипостасях ее, культурную, там, экономическую, все стороны жизни регионов. Только через кино, я имею в виду именно кинематограф. Там, конечно, есть и другие средства, которые отображают Но мы жизнь. говорим о Мы кино. сейчас говорим конкретно о кино. Но кино имеет особое значение для отражения жизни, деятельности, развития, проблем регионов. И в этом плане имеет первостепенное значение. Это в любом случае. В любом должно случае, быть так. Да, абсолютно. Хорошо. А каким оно должно быть? Ну, И каким оно должно быть, я добавлю, в Чеченской республике. Вот так. Ну, вопрос хороший, но сложный. Каким должно быть, скажу одно. Оно должно быть качественным, хорошим, но для этого нужны какие-то условия, чтобы развить кинематограф региона именно нашего. К сожалению, вот этот вопрос у нас пока не на должном уровне, но я скажу так, наш именно чеченский Вот кинематограф. каким должен быть чеченский кинематограф? В чем должна заключаться его основная роль? Я вот так перефразирую вопрос. Прошу. Ну, да, более конкретно тогда я скажу. Чеченский кинематограф должен отражать проблемы чеченского народа, проблемы Чеченской республики, проблемы нашей ментальности, нашего перспективного развития. Вот эти вопросы должны быть в поле зрения чеченского кинематографа. И как вы оцениваете современное состояние нашего, скажем так, регионального кинематографа? Скажу так, что это сложно сегодня однозначно ответить на этот вопрос, потому что у нас кинематограф в советские времена развивался очень позитивно. Сильно развивался. Это развивался, было да. видно. Но, к сожалению, вот эти последние военные действия, это все отразилось очень негативно и в том числе на кинематографе чеченском. Многие деятели кино разъехались, многие есть погибшие, есть умершие, а подпитки, смены поколений не было за счет того, что нам не до этого было.
И вот этот разрыв очень сильно сегодня отражается на качестве нашего кинематографа. Но скажу, что у нас очень интересные, талантливые ребята есть сегодня, которых просто нужно организовать, помочь им, подучить их. Это к вопросу, как исправить положение. Да, я об этом говорю. И я думаю, что при внимании вот к этим ребятам, при поддержке их, мы сумеем создать хорошую кинематографическую базу именно для нашей республики. Это только одна из, или есть еще какие-то? Одна из, я бы хотел здесь еще Прошу. несколько предложений привести, Прошу. воспользовавшись вашей любезностью. У нас в советские времена ежегодно снимались несколько фильмов на базе, Северо-Осетинская студия тогда была, она была у нас базовой. И там или наши снимали, или наши актеры были заняты в фильмах, которые снимал весь Северный Кавказ на этой базе. Я сейчас перечислять их не буду, их достаточно. Я помню эти фильмы, эти имена. Но, у меня еще будет вопрос по этой теме. Прошу. Да, я хотел бы пожелать, чтобы наши телевизионщики, наши студии активнее использовали тот материал, который у нас заснятый лежит. Вот я иногда подключаю Дагестан, Ингушетию, Осетию. Там часто крутят эти фильмы. Часто. Наверное, это не надоедает зрителю. Если не надоедает, значит, это нравится зрителям. Значит, очень нравится. Я помню, мы снимали «Горскую новеллу», я был вторым режиссером, Ильяс Татаев, Далгаш Тылсон был постановщиком. Я помню, какой ажиотаж тогда был вокруг даже начала этого фильма. Это первый фильм был чеченский, на чеченскую тему. Невероятный интерес, общественность с самого начала съемок этому фильму проявляла. И мы его закончили где-то за год, и у нас его показывают. Один фильм, первый фильм, чеченский фильм, у нас, на моей памяти. Он был снят за 1 год. За 1 год, да. Я не помню, чтобы на наших экранах его демонстрировали, к сожалению. А может, с этим предложением нужно выйти к тем, да, кто это решает, я кто бы это хотел делает? вот это предложение внести и попросить, чтобы наши телевизионщики, наши студии телевидения активнее использовали вот эти фильмы. Они очень востребованы сегодня. Население очень хочет вспомнить те времена. Они для всех очень дороги. Сама та эпоха, которая передается в этих фильмах, она очень подогревает людей. И я надеюсь, что все-таки лицом к этим фильмам мы сумеем повернуться. Мое пожелание, чтобы почаще и эти фильмы, и фильмы, где участвуют наши актеры тех времен, чаще показывались на наших экранах. А вот какие фильмы, по вашему мнению, должен снимать и выдавать в прокат региональный кинематограф? Чеченская тема, она очень востребована сегодня на всех киностудиях, во всех регионах. И мы часто видим боевики, где нас показывают в таком негативном свете, что, вы знаете, о чем я говорю. И вот на фоне вот этого всего наши кинематографисты обязаны просто противопоставить вот этим дешевым поделкам чистую, качественную продукцию, где мы показываем настоящих чеченцев, настоящих людей, которые не запачканы вот этими наносными всякими обвинениями, там, ярлыками. Я думаю, у нас есть что показать. Просто нужно, к сожалению, на том уровне, где мы должны показывать наших людей, мы пока не имеем мастеров, но мы
да, воспитаем их. Да, Наша а вот задача. вопрос у меня, как говорится, в тему. А сейчас, на сегодняшний день, у нас есть талантливая молодежь, Есть. режиссеры, Есть. которые Очень, могут очень. снять достойный фильм о Чеченской Республике. И дальше работать, прославлять республику, прославлять свой народ, свою культуру, подать, так сказать, себя не только на российской платформе кино, но и международном. Ваше мнение? Есть такие? Я скажу так. У нас, безусловно, есть такие, но мы создали Союз кинематографистов недавно. У нас он существовал практически формально на бумаге. Ну, года 3 назад, да, Алгаш Дагун был у нас Амин. председателем. Но после него мне пришлось эту роль взять на себя. Сейчас мы занимаемся поиском, выявлением вот этих ребят, стараемся все возможности, которые есть у Союза кинематографистов России, они с большим вниманием относятся к нашим нуждам, к нашим проблемам, готовы помочь всем, что у них есть, а у них есть возможности. И мы вот сейчас начинаем выявлять очень интересные ребята, которых чуть-чуть подучить, чуть-чуть подправить, поддержать материально. Кино – это очень затратное искусство, и Ну, это понятно. оно это да. требует и физических, и материальных огромных затрат. Но наши ребята, вот я уже несколько человек знаю, которые очень плодотворно у себя работают, и я очень надеюсь, что вот эти ребята станут нашими первооткрывателями, или как тут сказать, Все правильно, все правильно. нашего кинематографа. Но у нас есть и за пределами интересные ребята. Выпускник ВГИКа Магомадов Руслан несколько фильмов выпустил уже. Но он на базе где-то в Сибири. Но тут Есть тогда такой вопрос возникает. Извините меня. Понятно, несколько фильмов. Но я не знаю об этих фильмах. Люди об этих фильмах не знают. Вам не кажется, что это минус? абсолютный минус. Их в Чеченской Республике надо было Абсолютно я с вами согласен. Показать. Более того, у нас есть... представить, презентовать, я бы сказал так. Да. Но сейчас я не знаю, как все это организовать, если они сами не пришли к этому, не предложили нам. Мы, конечно, хотели бы и с удовольствием поддержали, и сделаем все это дело. Более того, я сам буду сейчас искать выход на них. Я недавно только начал отслеживать вот эти материалы. Но здесь-то этих фильмов не знают. Будут знать. Вот считайте, что вы сейчас... Я рад за это, что у нас есть такие кинорежиссеры. Лара. Но я хочу, я думаю, хотят и другие увидеть эти фильмы в наших кинотеатрах, чтобы отсюда все это пошло, чтобы пошло на подъем развития кинематографии. Если у нас есть такие люди, да, тубольцер. Амин, амин. Но сделать так, чтобы это было в Чеченской Республике. Все возможности у нас есть, я не сомневаюсь в этом. Они есть. И тем более, что им помогут. Помогут любому режиссеру талантливому, любому человеку. Как в Чеченской Республике, я не думаю, что где-то в другом регионе может быть такая поддержка. Абсолютно согласен с этим делом. Сейчас просто дело за нами. Нам нужно этих людей выявить. Мы уже начали выявлять их, приглашать их, контакты с ними налаживать. И хорошая мысль у тебя. Мы обязательно этим сейчас уже занимаемся. Мы обязательно будем презентовать все их работы у нас. И тут у меня такой вопрос тогда. А на каком языке в основном должно быть региональное кино? В основном на своем, на родном или... Прошу. Я считаю, что фильмы, чеченские фильмы, должны идти на чеченском языке, подстрочный или закадровый перевод на любом другом языке, ради бога. Это даст дополнительную информацию для зрителя, нечеченского зрителя. Они будут слышать мелодику нашего языка, будут представлять, как звучит чеченский язык. И я думаю, это только даст дополнительную какую-то окраску нашим фильмам. Как думаете, в какую сторону должен
двигаться чеченский кинематограф, чтобы стать любимым у себя в регионе и популярным в стране? Не может быть такого, чтобы вы об этом не думали. Думаю. Конечно, мы этим болеем, не просто думаем. Я вам скажу, что тема для наших фильмов просто неисчерпаема. Наши фольклорные сюжеты, наши сказочные сюжеты, наши героические, исторические сюжеты. Просто любой из них возьми, запусти, это будет такой кладезь, такой будет фильм, он на любом уровне будет звучать, я думаю, настолько глубокие у нас сюжеты, если их брать. У нас есть что снимать, о чем снимать, о ком снимать. Я прав? Абсолютно прав. Просто все это заждалось, лежит нетронутая, целина лежит у нас. И если все это начнут разрабатывать, тут нахлынут все кинематографисты, не только наши, тут все ринутся разрабатывать наш исторический, фольклорный материал. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный познавательный разговор, я бы добавил. Вот и последний мой вопрос. Какими задачами и установками чеченский кинематограф должен войти, скажем так, в ближайшую пятилетку? Ну, пятилетку не знаю, но наша основная задача, во-первых, как я уже отметил, мы сейчас стараемся выявить самых талантливых людей, связанных с кино. Стараемся, мы уже наладили какие-то связи с вузами. Работа идет. С вузами, да. В Авгике места у нас обещают нам. Есть у нас даже свои, ну, такие личные контакты, которые готовы помочь нашим студентам, там, абитуриентам. Обучить наших людей мы обязаны просто. Сегодня мы занимаемся этим выявлением и направлением их на учебу. Но дальше будем уже исходить из того... Какое время нам нужно? Время, я боюсь, что этот ответ будет неконкретным. Время зависит от многих факторов. Прежде всего, от внимания не только моего как председателя Союза, но и нашего руководства. Был бы продукт, внимание будет. Я вам честно говорю, был бы продукт, внимание будет. Продукт будет, если внимание будет наше общее, и наши усилия будут общие. С этим я с вами согласен. Хорошо, сейчас действительно последний вопрос. Вот какой бы фильм хотел снять чеченский режиссер Харон Хидаев? Я бы очень хотел опять вернуться к нашему фольклору. Невероятно интересные сюжеты. Мой самый любимый сюжет, Хармат называется, он по-чеченски, ну, это о Прометее, миф о Прометее, который практически повторяет древнегреческий миф. Но он наполнен такими художественными образами, которые даже у Софокла я не нашел. Я бы очень хотел в любом формате. Мультфильм это будет. Художественный, документальный, разницы это нет. будет. Я бы очень хотел вот этот сюжет реализовать на экране. Желаем вам, чтобы вы реализовали свой проект. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Баркал. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Чеченского республиканского отделения Союза кинематографистов России Харон Хидаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.